Я хотел бы сегодня говорить о единстве. Моя проповедь, она называется «Единство церкви». Единство церкви. Это признак истинного христианства. Возникает вопрос, у меня всегда возникает вопрос, я не знаю, как у вас, у меня всегда возникает вопрос, как достичь этого? Как достичь единства? В Писании все сказано, в Писании все написано, но иногда мы не понимаем этого. Вроде мы христиане, много лет в Боге, но мы не понимаем этого. Почему? Я так думаю, потому что я вижу на практике в церквях очень много раздоров, распри, сплетен. Так не должно быть. И мы должны задать себе вопрос такой. Я задаю себе вопрос каждый раз. Созидаю ли я эту церковь? Вы можете задавать этот вопрос каждый раз. Созидаю ли я в этой церкви единство? Несу я ли Божью любовь, несу ли я истину? Или наоборот, я создаю проблему здесь. Я говорю про кого-то плохое. Я не так вижу, что что-то здесь делают. Мы должны ставить этот вопрос и проверять себя, какая моя лепта в созидании церкви Краеугольный камень города Якутска. И нам нужно знать признаки настоящего единства. Знаете, вот 70-е годы я любил все время ходить на дискотеки. Это мне нравились ВИО, вот какие у нас Советского Союза, они такие песни классные пели, да? Я помню, и я иногда танечки тоже пою, там из старых песен 70-х. Вот. Да? Вот. Я, например, ей пою. В свой вагон вошла она, улыбнулась из окна. Поезд тронулся и след, лишь рукой помахал ей в ответ. Волосы светлые, в косы плетеные облака. И так далее, да? И они кажутся очень красивые внешне. У них классная одежда, они классно выглядят. И я все время думал, какое у них единство, какая красота. Но на самом деле у них нет единства. У них единство заканчивается, когда они за кулисы выходят. У них начинаются интриги, зависти, разговоры, споры, разводы, незаконно рожденные дети. Очень много чего. И у нас не должно быть внешнее единство. У нас должно быть внутреннее единство. И если мы пребываем в Боге, если все крутится вокруг Иисуса Христа, тогда мы наполняемся Его Духом, Его Словом. И тогда мы соединяемся. Когда мы встречаем здесь друг друга, мы не по плоти встречаем, но внутри у нас Дух Святой. И этот Дух Святой, Он радуется, что ты сегодня пришел, дорогая сестра, дорогой брат, что ты сегодня здесь вместе со мной, в этой церкви. И в нашем многообразии есть большое благословение. Знаете, как радуга, она светит, и если была бы радуга одним цветом, она была бы некрасивой. Но там столько цветов, и также мы здесь, в этом многообразии, настолько красивы, настолько чудесно. И у нас есть разность мнений, мы разные по статусу, мы прожили какую-то жизнь. И Дух Святой хочет донести очень важную вещь для нас, главную, центральную. Бог создал единство. Я хочу, чтобы мы прочитали Римлянам 15 глава, 5 стих. Римлянам 15 глава, 1. Римлянам 15 глава и 5 стих прочитаем.
Здесь написано так. Божье терпение и утешение да дарует вам быть в единомыслии. Видишь, это подарок. Он нам подарил это единство. Когда мы пришли к Богу, мы родились свыше. Мы приняли водное крещение. Он погрузил нас в это тело Христово. И мы находимся в этом теле Христовом. Мы наполнены Его любовью. Дух Святой излил свою любовь Духом Святым в наши сердца. И как мы сегодня здесь классно пели, и эта любовь, она окружает нас. Божья любовь окружает нас. И мы должны нести эту любовь в тело Христово, потому что мы приняли. Но прежде чем, как мы приняли вот это, потому что Иисус Христос, Он сказал в своей молитве: «Я и Отец одно». И я хочу, чтобы дети были так же едины, как мы с тобой едины. И Он молится об этом, Он просит об этом. И что мы должны делать? Как в команде, любой команде, если команда, она не играет друг на друга, друг с другом, то эта команда, она проиграет. Если Царство Божье, если Царство какое-то, оно разделится, оно просто разрушится. Если в семье есть раздоры, распри, то эта семья, она разрушается по-любому. Даже среди разных мнений, раздоров мы находим точки соприкосновения. Это наш Господь. Мы смотрим, и Бог наполняет нас этим. И я хотел бы, чтобы мы посмотрели ролик. Вот я хотел бы, чтобы мы внимательно посмотрели этот ролик, и потом дальше я продолжу. Можно, да, свет выключить? Румынская деревня Пипера в панике. Двухлетняя Алина Паскару упала в колодец и застряла между стеной и ведром на веревке. Она находится на глубине почти 5 метров, но колодец гораздо глубже. 6 часов спасатели предпринимали различные попытки, но девочка слишком напугана, чтобы схватиться за веревку, а колодец слишком узкий, чтобы спустить туда пожарного. Репортеры ищут идеи среди наблюдателей. Мать отказывается от утешений, а отец едва движется. Внезапно девушка-подросток Оана Фурника выходит вперед и соглашается спуститься в колодец. Ей придется пролезть почти 5 метров вниз в полной темноте вверх ногами. Толпа притихла, в то время как мужчины слушают указания девушки. Внезапно она кричит, чтобы ее подняли. Но ее руки пусты, она говорит, что не смогла вытащить ребенка, так как девочка слишком сильно запуталась. Но после недолгой передышки Оана просит, чтобы ее опустили снова. Это может быть последний шанс спасти девочку. Когда она опускается в колодец, миллионы людей по всей стране задерживают дыхание. Ребенок в безопасности. Она в шоке и страдает от переохлаждения, но с ней все будет в порядке. Мэр наградил Оану участком земли. Она также получила $5000 от телезрителей. А Алина теперь известна на всю страну, которая наблюдала, как ее вытаскивали из лап смерти.
Еще раз говорю, потрясающее единство. Потрясающее просто. Это люди, неверующие люди. Ради спасения одной души. Мы здесь верующие. У нас должно быть такое единство, чтобы этот мир, он видел это единство. Чтобы мы были окружены этой любовью Божьей. Чтобы, придя сюда, они чувствовали эту атмосферу любви, эту атмосферу принятия здесь. Чтобы люди этого мира, они спасались, как эта девочка, как спасли эту девочку, потому что они были в тишине, потому что они молились, потому что они все были в единстве, они все стремились, чтобы спасти, они все работали, даже тихо, но в духе, в душе они были едины ради спасения этой девочки. Насколько мы должны быть едины, чтобы спасать людей этого мира? Чтобы наши родные и близкие, они спасались. Почему наши многие родные и близкие, они не спасаются? Потому что они видят, какие мы в церкви и какие мы дома. Какие у нас отношения в церкви и какие у нас отношения с ними. Мы должны наполниться любовью Божьей. Он дал этот дар, дар единства. Этот дар единства Он дал, когда мы спаслись, когда мы приняли водное крещение, когда мы стали в тело Христово, погрузились и стали служить здесь. Нам что нужно сделать? Мы показали первое, это дар. Можно дар, да? Дар. Мы прочитали единство, это дар Божий. И прочитали в 15 главе 5 стих. Бог же терпение и утешение да дарует вам быть в единомыслии между собою по учению Иисуса Христа. Мы должны по учению Иисуса Христа, не по научению человеков. Знаете, сейчас сколько учений, сколько течений. Весь интернет наполнен и говорит, вот я говорю правильно, и вот я учу правильно, там неправильно учат. Но мы должны быть благоразумными, здравомыслящими, смотреть в Писание. О чем учит человек, тот проповедник, который стоит за кафедрой. Поэтому мы должны смотреть в Писание. И чтобы единство – это труд любви. Нам нужно запомнить, это труд любви. Мы должны нести этот труд любви, работать над этим единством. И второе, давайте мы Ефесянам откроем и здесь прибудем какое-то время. Ефесянам 4 глава. И здесь сказано, мы с 1 стиха почитаем, но там мы 3 будем рассматривать. Это здесь будет звучать важная мысль. Итак, братья мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец... нет, не то читаю, извиняюсь. Ефесянам, да. Итак, я узник в Господе, умоляю вас. Видите, апостол Павел говорит, умоляю, значит, он просто просит. Он говорит, я умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием, кротостью, долготерпением, не сходя друг к другу любовью. И вот это главная мысль также одна. Первая, это главная мысль, что это дар Божий единства. Он нам даровал это. Нам нужно взять этот дар, взять. И здесь написано второе, что сделать. Мы должны сохранять это единство. Нам не нужно выдумывать это единство. Он уже даровал нам это единство. Нам нужно взять и сохранять. Здесь написано 3 стих. Стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Вот что мы должны сохранять. Единство Духа – это сердечные наши отношения. Это наши мысли, обновленные наши мысли. Чтобы достигать эту цель, о том, что мы будем говорить, и будут выходить пасторы и проповедники, мы будем говорить об этом, о своем видении, которое Бог дал этой церкви, видение, цели, что придут перемены, и кому-то это не понравится, кому-то понравится, но я хочу, чтобы мы в действительности могли соединиться вокруг Господа, не вокруг человека, но вокруг Господа, чтобы мы могли сохранять союз мира. Это, значит, означает жизнь в мире,
Божьем гармонии друг с другом здесь, чтобы люди этого мира, они могли увидеть. Мы должны сохранять это единство, стараться для Божьего Царства, для видения, для этой цели. Я коротко скажу, и об этом подробно, может, будут говорить следующие, кто будет выходить за кафедру, и пастор будет об этом говорить, Алексей Александрович. Я скажу более, кто-то из них скажет более подробно. Вот наше видение – это церковь любви. Можно показывать наше видение. И мы должны говорить об этом. Мы должны гореть этим видением. И мы должны транслировать это видение, чтобы это видение, оно сливалось друг на друга. Как хорошо и прекрасно жить братьям вместе, да? Это как вот илей, который на голову стекает, потом на бороду, и потом на края ризы, на всю церковь. Это должно стекать, это учение Иисуса Христа. Церковь – это место любви, где здесь люди, придя, они будут поняты. Здесь атмосфера любви. Здесь есть любовь между братьями и сестрами, и здесь есть принятие, есть почитание. Второе, церковь для всех. Могут все, разного возраста прийти люди, разных сословий, разных национальностей. Люди могут прийти в эту церковь, и у нас такая церковь, у нас много национальностей. Третье – это церковь развития, чтобы здесь мы могли развиваться больше и больше. Каждый своим, у кого есть какой талант, какие дары, чтобы мы могли развивать это, чтобы мы могли двигаться в это. Четвертое – церковь – это будущих поколений, это преемственность, то, что мы должны передавать. Прежде всего, мы должны передать своим детям. Если папа и мама, мы не передаем преемственность, эти ценности Божьи своим детям, и думаем, церкви научат. Нет. Они будут учиться дома, как мы поступаем, как мы ведем друг друга, просим ли мы прощения. Когда бывают какие-то ошибки, они смотрят, они видят, и они также поступают следом. Я вижу среди своих детей, даже если я делаю какие-то ошибки, они видят, что я попрошу прощения. У меня хватит силы попросить прощения у детей своих, если я поступил, и они просят. Я вижу, они просят. Они вначале были маленькие, не просили, но это же работает годами. И я вижу сейчас, они приходят и всегда говорят: папа, прости, если что-то не так грубо сказал или что-то так ответил. Они всегда придут, обнимут. Всегда скажут это. И мы должны эту преемственность прежде в семье, чтобы это передавалось в церкви. И здесь они будут укрепляться, в церкви. Церковь – это полных семей, это здоровые, крепкие семьи, о чем наш пастор постоянно говорит об этом. Давайте мы откроем 1 Коринфянам, 1 глава, 1 Коринфянам, 1 глава. И прочитаем 10 стих. Здесь говорится: умоляю, опять он говорит, умоляю. Апостол Павел знал, потому что в церкви в Коринфе были раздоры, распли, сплетни, слухи всякие, и грех вошел в эту церковь через это. Зная об этом, он говорит: я умоляю вас, умоляю, не участвуйте в этих делах плоти, поступайте по духу. И он говорит: умоляю вас, братья, именем Господа. Он не от себя умоляет, он просит именем Господа. Господа нашего Иисуса Христа, чтобы вы все говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе, в одних мыслях. Научение Иисуса Христа, чтобы мы соединялись не на человеческом. Вот это видение, которое мы получили, пастор получил, он транслировал об этом, говорил. Сейчас оно более расширилось. Команды они собирались, там, говорили об этом. И это видение, оно более расширилось. И мы должны транслировать, мы должны нести это видение все вместе, как здесь написано, чтобы мы говорили одно. Одно. Чтобы мы несли эту цель, это видение для людей этого мира. Давайте будем вместе это делать. Нам нужно вместе это делать. Получить от Господа, чтобы грешники спаслись, чтобы они пришли, и с ними нужно работать, чтобы здесь в церкви эта работа шла. Слава Богу, она сейчас идет очень сильно.
что люди идут на библейские курсы, они учатся, они становятся учениками Иисуса Христа. У нас есть видение миссии Матвея. Откроем Матвея 28 и прочитаем. Я не буду много говорить об этом. Об этом будет сказано на последующих собраниях. Здесь с 17 по 20, я коротко совсем. «И, приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле, итак, идите». Он говорит, не сидите. Он даже говорит, сидите, лежите, спите. Он говорит, пробудитесь, идите. Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. Вот, учите тому, что я повелел вам. То, что мы учимся здесь на библейских курсах, то, что здесь преподается через кафедру, говорится, то, что мы практикуем это на домашних группах. И вот это видение можно миссии наша выставить. Это проповедь Евангелия, приводить людей ко Христу. И не просто их приводить, нам нужно их научить жить по христианским ценностям, о том, что будем дальше об этом говорить, транслировать постоянно и изменить жизнь людей к лучшему. Знаете, если новообращенный, придя здесь, вы сами можете посмотреть на свою жизнь, если он не станет учеником Иисуса Христа, то он уйдет через некоторое время. Сколько людей ушло из церкви, сколько они как просочились, как через пальцы, как песок. Столько людей, столько людей. Сколько людей, когда я был в слове жизни, людей столько спаслось, но не осталось. Многие люди не остались только из-за того, что их не приняли, их не направили к этому учению. Только из-за этого, что они не стали учениками. Было столько чудес, люди столько получали чудес, люди исцелялись от таких болезней. Но многие из них не остались, единицы остались. 1000 людей ушло. Почему? Потому что они не стали истинными учениками. Только ученичество может задержать. Когда мы становимся учениками Иисуса, когда мы лично познаем Иисуса Христа, когда мы вместе с Ним ходим, поступая по духу, мы каждый день ходим с Ним. Не только здесь в церковь, не только на домашних группах, но мы живем так, живем по духу, мы ходим также дома, на работе, везде. Мы живем, мы поступаем по духу. И тогда мы в действительности дети Божьи. Знаете, мы должны говорить вот это учение и на домашних группах, и на служениях, и на молитвенных. И все это будет меняться. Пастор говорит, и все это будет меняться. Все это будет приносить плоды Божьи, Царство Божье. Знаете, если вот я примерно такой пример приведу, ну, может, банальный. Если я, например, буду работать на авиазаводе, да, вот, ну, Комсомольский на Амуре, там какой авиазавод, имени Гагарина вроде, там сушки наши знаменитые выпускают, да, Су-30, Су-34, Суперджет там выпускают. Я приду туда и скажу, вот у меня есть идея АвтоВАЗа, я буду с вами работать. Вот детали, вот схема. Они скажут, у нас должно быть учение Иисуса Христа, не учение человеческое, оно такое, это как АвтоВАЗ. Вот. И пришел космическую в НАСА, и вот я предлагаю вам. Это, извини, ты откуда вообще свалился? Здесь НАСА вообще-то. Здесь работает 20 000 людей. Чтобы запустить одну ракету, нужно 1000 людей обслуживания. Персонально одну ракету запустить. Чтобы самолет взлетел, нужно сотни людей, чтобы они все работают в этой команде. Чтобы самолет взлетел, и чтобы он не разбился, или он не столкнулся с другим самолетом. Чтобы было там чисто, чтобы вы были накормлены, чтобы там было тепло. И мы здесь для того, чтобы принимать этот мир, чтобы им было здесь тепло, уютно, чисто.
Они так: ой, зачем нам эти фонари, ой, зачем нам это, вот это, барабаны эти вот дорогие, да зачем нам этот экран? Знаете, придут люди крутые через какое-то время, и они не останутся в церкви, где, извини меня, в туалете грязно. Придут такие люди. И мы сегодня, и эти последующие дни, последующие года, мы будем сдавать экзамен. Дорогие мои, все вместе мы будем, в том числе и я, мы будем сдавать экзамен, тест сдавать будем. Только с Ним мы сможем пройти это. Только с Ним, через Его Слово, через Его видение. Давайте мы откроем Римлянам 16 главу. Римлянам 16 глава. И прочитаем там 17 стих. 17 стих. А он опять здесь, апостол Павел, смотрите, я не специально нашел эти местописания, они мне попадали. Я думаю, вот поисковик включаю и нахожу, вот, и он мне показывает. И здесь опять апостол Павел опять просит об этом. «Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны». Остерегайтесь. Вы слышите? У кого есть уши, да тот слышит, что Дух говорит церкви. Он говорит нам сегодня, как церкви Божьей. Остерегайтесь таких. Остерегайтесь разделений, производящих соблазны. Если кто-то говорит, скажите: до свидания, я не помойное ведро. Я не хочу слышать про брата или сестру, про это. Про пастора, про лидера, про кого-то еще, кто служит. Знаете, кто служит, у того побольше ошибок, кто не служит. А кто не служит, они все эксперты. Ну, посмотрим. Ну, что у тебя получится? Нет, ну, давай. А потом будет указывать еще так. Вот туда надо сходить, вот это надо делать. Вот не получилось, вот я же говорил, что не получится без меня. Я эксперт. И таких экспертов у нас бывает в церквях. У нас нету, слава Богу. Да, мы меняемся, потому что у нас основная масса учится на БК. Слава Богу. Это так здорово. Когда мы учимся, когда мы меняем свое мышление, наше сердце, оно расширяется. Оно становится широким, глубоким, большим, в которое я могу вместить многих, кто несовершенный. Вот это ключевое слово, учение. Вот здесь написано: «Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения, соблазны, вопреки учению». Видишь, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них. Которому вы научились, и уклоняйтесь от них. От этих людей мы научились. Нам дал Иисус Христос свое учение, дал нам направление, дает нам сейчас больше. Оно расширяет это направление. Это видение, эти цели. И чтобы исполнять эти видения и цели, нам нужны кто? Вы, дорогие мои однополчане. Вы нужны. Вы очень важные люди. Слышите? Вы очень важные люди. Вы очень нужные люди, в Царстве Божьем очень нужные. Даже не думайте, что вы не нужны, вы все нужные. Вы очень важные люди в этом Царстве Божьем. Вот это территория единства, территория нашего единства, вот это, когда мы как ученики пребываем в учении, вот, и тогда имеешь ты единство Духа. Единство Духа так просто не придет. Пошли, братан, сделаем это. А ты что здесь? Давай пойдем сделаем. Знаете, сколько таких деятелей? Они не делатели, а деятели. Вот. Пойдем это сделаем. Но все должно быть по учению. Все должно быть направлено к Богу. Вот. 18 стих здесь. «Ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, и ласкательством, и красноречием обольщают сердца простодушных». Сейчас сколько в интернете таких красноречивых?
Очень много. Они красноречием там захватывают, и у них там только подписчиков, и у них там свой кошелек, и все там. Все. Говорит, деньги собирать не надо у самого кошелека. Дайте на мое служение, пожалуйста. Говорит, но деньги в церкви не давайте. Знаете, они, когда мы не научены, не наставлены в Слове Божьем, в учении Иисуса Христа, тогда нам очень легко обмануться. Нам нужно сохранять единство. 19 стих здесь читаем. Ваша покорность вере всем известна. Это о вас сказано, дорогие. О вас сказано. Это Бог говорит вам сейчас. Ваша покорность вере всем известна. Посему я радуюсь за вас, но желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло. Вообще. И 20-й ключевой стих. Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Вот. Видите, когда мы сохраняем, когда мы пытаемся, когда мы сохраняем, прилагаем усилия, чтобы сохранять единство, тогда Иисус Христос, Он разрушает все планы сатаны. Он говорит, я разрушаю, да? Он говорит, сокрушит Он сатану под ногами нашими. И давайте мы рассмотрим, очень важно рассмотреть условия единства, как мы практически можем получить это. Это очень важно, я вам скажу, очень важно. Чтобы мы понимали, не просто так, а что такое единство. Давай лозунгами единства. Нет, не лозунгами, единство. Условия единства практически. Ефесянам, обратно вернемся, Ефесянам 4 главу. Ефесянам 4 глава. И со 2 стиха будем читать здесь. Со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, не сходя друг к другу любовью. Вот мы рассмотрим это. Вот это условие, которые должны быть внутри нас. Вот это условие. Бог говорит. Смиренномудрие. Что это такое? Это способность. Там можно вывести. Это вот способность думать о себе скромно, не возвышая себя над другими. Вот одно из условий, чтобы единство в церкви состоялось. Мы не должны здесь важными ходить, я круче, я образованнее, я наставленнее и тому подобное. У меня там столько-то образования. Римлянам, мы обратно сюда вернемся, Римлянам 12 глава, и в 3 стихе здесь написано, по данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Скромно. Слышите? Скромно. По мере веры. Какая у вас вера? Может, у кого-то вера выше, у кого-то больше, у кого-то есть. Но ты будь скромным. Нам есть куда всем расти. Всем, в том числе мне тоже надо расти. Ой. И вот очень часто, когда нет вот этого смиренномудрия, мы влезаем в борьбу, знаете, в такую борьбу. Грызня идет, кто кого съест. Быстрее, тот круче, у того вера круче. Кто кого загрызет. Нет, у нас не должно быть такого вообще. Созидание начинается со смиренного сердца, со смиренного мышления о себе. Нужно мыслить о себе. Второе, здесь написано, после смирения, и кротостью. Видите, и кротостью. Кротость – это не слабость, а сила, которая берет под контроль свои эмоции. Особенно кто эмоциональный. Вот я эмоциональный. Мне кротость очень нужна. Очень нужна. И я тренирую это, потому что я эмоциональный. Я такой, вспышка такой человек. Могу взорваться.
но быстро отстываю, да, сразу быстро прошу прощения, быстро понимаю, куда вернуться. Но не нужно этим оправдываться, нужно работать с этим. Также, если не будешь работать и сказать, я все знаю, тогда ты уже упал. Вот. С греческого, знаете, как переводится кротость? Укращать. Укращать свои эмоции. Нам нужно укращать свои эмоции. А мы любим, дай мне плетку, я буду укращать Неведомского Михаила. Или Мишу Панарина. И все. Дайте мне плетку, начну укращать я. Они какие-то братья такие странные. Вот я укращенный, а они нет. Надо украстить. Да еще прихватить какую-то сестру. Вот. Ну, Юлю давай Коробову. Знаете, вот мы такие, странные очень такие люди, христианчики такие бываем. Итак, смиренномудрие имеет наше отношение к нашему мышлению. Смиренномудрие. Записывайте. Там нету ничего. Смиренномудрие имеет наше отношение к нашему мышлению. Скромно мыслить о себе. А кротость относится к эмоциям. Держать в узде, укрощать свои эмоции. Дальше пойдем. У нас времени, надо смотреть время. Ефесянам 4 глава, и здесь написано, дальше у нас долготерпение. Вот, долготерпение – это великодушие. Великодушие – это широкое, большое сердце человека, которое готово вместить другого человека, зная его недостатки. Зная его недостатки, вот это и есть долготерпение. Ты великодушно относишься к этому человеку, ты вмещаешь его в свое сердце. Это пример как чайник. Чайник закипел, надо носик прикрыть. Остыл, потом раз вышел, остыл, и теперь, ну давайте поговорим, да? Когда ты остыл, у тебя мысли работают хорошо. А когда ты закипел, у тебя мысли не работают, у тебя язык только работает, без костей. И потом думаешь, что я наговорил, Господи, так стыдно, так позорно, зачем это? Поэтому нам нужно остыть, нам нужно подумать, прежде чем что-то говорить. Знаете. И тогда конфликт, когда ты остываешь, конфликт на начальном пути, он остывает. И потом он решается очень легко. Очень легко. Когда мы ходим, вот можно там схему. Илюша, можно там схемочку? Смирение плюс кротость плюс долготерпение равно, и вот там 4, служить другим людям с любовью. Если у тебя есть смиренномудренность, ты скромно думаешь о себе, у тебя есть кротость, ты можешь обуздывать свои эмоции, не кипеть, как этот чайник, да? У тебя есть долготерпение, включил долготерпение. Рулишь правильно. Когда нету долготерпения, ты в канаву съезжаешь. Вот. И тогда ты служишь другим людям. А так ты не сможешь служить другим людям. Ты будешь все на эмоциях служить, ты будешь все дрыгаться. Ты еще будешь наставлять его, укращать его этой плеткой. И еще будешь говорить, я обличаю тебя, брат. Люблю тебя, обличаю. Смирись под крепкую руку Олега Ивановича. Надо под крепкую руку Божью, а не Олега Ивановича. Вот. И, знаете, вот единство наше, это будет огромный пример для этого города, для людей. Когда люди будут приходить сюда, они будут видеть, что мы здесь не ссоримся, там стоим в холле друг с другом. Чей ботинок одел, да куда ты, что ты так не посмотрел, да ты бутерброд мой съел.
Люди со стороны посмотрят, скажут: ой, да у меня самого хватает этого. Братья, сестры мои там, зачем я сюда пришел? Но когда здесь будет эта атмосфера, в это видение, вот эти ценности, культура почитания, отношения друг к другу, когда это видение будет исполняться. Вот. Ефесянам 4 основание для единства. Какое у нас основание для единства? Прочитаем основание. Это Ефесянам 4 глава, с 4 по 6 стих. «Одно тело, один дух, как и вы призваны к одной надежде вашего звания, один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас». Вот наше основание единства. Подчеркиваю вот это от единства. Одно тело. Что нам делить? Один дух. Что нам делить? Один Господь, один Христос. Разве Он разделился сам себе? Мы пытаемся Его разделить, растаскать на части. Это основа христианства. Все крутится вокруг них. И заканчивая, можно я играть. И я бы хотел бы историю из Библии рассказать. Потрясающая история. Что люди могут быть, когда они находятся в духе. Люди, когда находятся в духе, Божьем духе, то они понимают друг друга. Они чувствуют друг друга. Они покрывают друг друга любовью, благодатью. Они относятся друг к другу с милостью. Они слышат этого человека, просто посмотрев на этого человека. Они слышат этого человека. Смотря в глаза этому человеку, они чувствуют его боль. Они чувствуют его силу. Они чувствуют. Знаете, когда Елизавета, она долго не могла родить. Она была в летах. У ней был муж Захария, священник. И потом она забеременела. И это был Иоанн, креститель, который должен был родиться в Елизавете. Но также через какое-то время ангел пришел к Марии и сказал: ты зачнешь и родишь Сына Божьего. Она: как? Я не имею мужа, как? Но она приняла это слово. Потому что Слово Божье, оно никогда не останется бессильным. Оно никогда, вы слышите, никогда. Если Бог сказал вам в дух, оно никогда не останется бессильным. Если Он сказал, ранами Иисуса Христа вы исцелены, и это ваше откровение, вы будете исцелены. Если Он сказал вас внутри, что вы будете богаты, вы будете богаты. Он будет говорить. И когда у ней внутри она услышала об этом, что родится Иисус, она приняла эту благодать Божью, потому что Дух Святой осенил ее, и внутри она зачала. И потом, когда Елизавета пришла навстречу, или Мария пришла, я уже не помню, извините меня, Мария, скорее всего, наверное, пришла к Елизавете, то, знаете, когда они встретились, они увидели, и они друг друга приветствовали. И знаете, что они говорили? Он говорит: заграло внутри меня. Заграло в чреве моем этот ребенок. Заграл, потому что они встретились. И они забеременели откровением Божьим, потому что родились две великие личности в истории. Это Иоанн, который приготовил путь Иисусу Христу, и Иисус Христос, который умрет за нас. И они встретились благодатные. Как меня ребенок заграл внутри. Когда мы должны быть такими беременными, дорогие, вы слышите? И в этом нет ничего стеснительного, братья. Мы должны быть беременны откровением Божьим, этим учением Божьим.
Мы должны выносить это внутри нас, забеременеть и сказать, что я могу сделать для единства, где я могу стоять в проломе, где я могу служить в этой церкви, где я могу стать благодатной солью, чтобы засаливать, где я могу стоять, чтобы примирять людей, встречать людей там, обнимать их, чтобы люди захотели здесь остаться, чтобы они увидели. Нам нужно каждому забеременеть этим видением, этими откровениями. И тогда мы будем даже встречать друг друга, мы будем улыбаться друг другу. У нас есть братья, которые постоянно улыбаются. Вот я вижу Михаила Неведомский, постоянно улыбается, Миша Панарин. Улыбка, она украшает. Мне Дух Святой говорит, учись у братьев. Мне Таня говорит, у тебя очаровательная улыбка, Олег, что ты нахмурился опять? Вот. Так и охота сказать, это моя старая жизнь. Но внутри говорит, никогда так не говори. У тебя новая жизнь. Никогда так не говори. Мы должны быть беременны. В хорошем смысле доносить, не абортировать это, получить это откровение, получить это учение, не абортировать это, вынести это в свое время, чтобы принести этот плод в Царстве Божьем. Чтобы Царство Божье, оно могло процветать, чтобы Царство Божье могло расширяться. Дорогие мои однополчане. Знаете, я научился скучать по церкви. Я скучаю по церкви. Я поехал в Москву, я скучаю по пастору иногда, когда он уезжает. Это удивительно. Вот эти чувства ощущать. И мне кажется, этот человек не верит. Но я говорю, я так скучал по тебе. Он так. Но это правда. От правды не уйдешь. Это правда. Может, настало время, я 25 лет в Боге, может, я стал чувствительным. Наконец-то. Духу Святому. Спасибо, левиты, вы так классно славите Бога, да просто улетаете. Так ведете нас. Вы просто растете во всем этом. Слава Богу за каждого из вас. Слава Богу. Давайте мы будем сохранять это единство. Мы получили этот дар Божий. Мы спаслись в Царстве Божьем. Мы крестились в Его крещении. Мы стали одним телом. Мы стали одной семьей. Краеугольный камень, который отвергли строители. Но наш краеугольный камень не отверг Бог. Он его умножает, и нам нужно работать. Засучив рукава, нам нужно работать. Нам нужны много-много делателей. И вы должны встать, молодые, пожилые,